Здравствуйте. Мы начинаем новый проект «Задай вопрос министру». Раз в неделю на вопросы телезрителей в прямом эфире будут отвечать главы различных министерств и ведомств республики. Сегодня в нашей программе примут участие министр финансов Амра Кварандия. Амра Андреевна Кварандия возглавляет Министерство финансов Республики Абхазия. В 1998 году окончила факультет финансовых, кредитных и международных экономических отношений Санкт-Петербургского государственного экономического университета. В 2003 году защитила диссертацию на тему платежеспособность страховой организации, оценка и методы управления. Получила степень кандидата экономических наук. Некоторое время работала в звании доцента на кафедре страхования. С 2012 года заведовала экономическим отделом администрации президента Абхазии. 8 апреля 2015 года указом президента Абхазии назначена министром финансов Республики Абхазия. Здравствуйте, Амра Андреевна. Здравствуйте. Амра Андреевна, сегодня в прямом эфире мы сможем обсудить работу Минфина. Кроме того, вчера мы на Сухумской набережной записали несколько вопросов наших телезрителей, которые я тоже вам сегодня представлю. И также мы получили вопросы от телезрителей в форме СМС и по электронной почте. Амра Андреевна, в соответствии с договором о сотрудничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией, средний уровень зарплаты в Абхазии должен сравняться с уровнем зарплаты граждан Южного федерального округа России. Были подписаны в связи с этим два соглашения о повышении, о пенсиях и о зарплатах. Скажите, на какой стадии сейчас, вот первые выплаты должны были производиться уже в июне, и скажите, на какой стадии сейчас этот процесс? Одними из первых задач, которые были поставлены перед правительством в развитии договора о сотрудничестве с Российской Федерацией, это задачи по переговорам в части повышения заработной платы и пенсионного обеспечения граждан. Ответственными за соглашение по повышению заработной платы в бюджетной сфере было Министерство финансов Республики Абхазия, а по вопросам пенсионного обеспечения Министерство труда. Уже в декабре начались активные переговоры с Российской Федерацией. В декабре уже были произведены все перерасчеты, были определены основные параметры повышения заработной платы. Также были определены категории работников бюджетной сферы, которым предполагается повышение заработной платы, и установлено предельное количество этих работников. В бюджет 2015 года эти показатели также вошли, то есть мы бюджет 2015 года имеем с учетом этих показателей. Договор о сотрудничестве вступил в силу, был ратифицирован в марте, и буквально на следующий день мы согласовали соглашение по заработной плате и о пенсионном обеспечении. В апреле состоялось подписание этого соглашения. В апреле наш парламент ратифицировал соглашение. И буквально недавно пришла нота из Российской Федерации, что соглашение о повышении заработной платы вступило в силу. И было дано поручение, задание администрациям районов и города Сухум начать перерасчет заработной платы. Но нужно сказать, что повышенную заработную плату мы уже платим, исполняем эти обязательства за счет собственных средств частично по отдельным районам и по отдельным отраслям, по сути дела. Но все-таки вот эта массовая выплата, как бы общая выплата, она уже когда начнется конкретно? Заявку на повышенную зарплату мы собираемся формировать буквально в понедельник. И дальше будем ожидать уже поступления денежных средств. Но еще раз хочу обратить внимание, что мы частично уже платим повышенную заработную плату за счет собственных средств. Скажите, вот о собственных средствах, как они
Ну, наши внутренние резервы будут вообще использоваться при выплате заработной платы и в данный момент, и в будущем планируется. Но нужно сказать, что межгоссоглашением было установлено предельное значение основных категорий работников бюджетной сферы. То есть повышение касается только основных категорий. Административно-технического персонала за счет средств соглашения, по сути дела, мы повышение не можем производить. Поэтому все, кто работает в бюджетной сфере, но не относится к основным категориям работников, все повышение заработной платы осуществляется за счет собственных средств Республики Абхазии. Более того, на момент, когда мы достигли договоренности по соглашению, у нас количество основных категорий работников было 9 тысяч, чуть больше 9 тысяч, это повышение коснется чуть более 9 тысяч работников бюджетной сферы, но поскольку у нас вводятся новые объекты в эксплуатацию, это детские сады, это больницы, тубдиспансер, психдиспансер были введены в этом году, планируется к введению детские сады, естественно, они в соглашение не попали, но в любом случае это будет обеспечено за счет собственных средств нашего бюджета. Амра Андреевна, предлагаю посмотреть вопрос, который мы вчера записали. Я хотела бы задать вопрос, когда будет обещанное повышение пенсии у нас в Абхазии? Вопрос пенсионного обеспечения здесь нужно рассматривать с разных сторон. Значит, есть с одной стороны межгосударственное соглашение, которое касается граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. И также рассматривался вопрос о повышении пенсий граждан, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, но которые не являются гражданами иностранных государств. Значит, в первом случае межгосударственное соглашение, процедура прохождения чуть-чуть сложнее, чем с первым соглашением по повышению заработной платы. Это соглашение должно быть ратифицировано. И ратификацию, если мы со своей стороны в парламенте прошли также в апреле одновременно с ратификацией соглашения по повышению заработной платы, то, что касается соглашения о пенсионном обеспечении, ратификации в Российской Федерации пока еще не было, но она планируется к проведению в середине июня. Но по нашим данным, где-то 16 июня должна пройти ратификация. Когда будет пройдена ратификация, будет осуществлен обмен ратификационными грамотами, соглашение вступит в силу. Но несмотря на это, на самом деле первое повышение пенсии уже состоялось российским гражданам, которые проживают на территории Республики Абхазия. Касалось это индексации их пенсий. Пенсии были индексированы на 11%, а вот оставшаяся сумма в форме доплаты нашим жителям будет осуществляться сразу после вступления в силу соглашения. Скажите, а что касается абхазских пенсий, будут они как-то меняться, повышаться? Да. Или... Мы предполагаем повысить абхазские пенсии в 3 раза. Уже распоряжение правительства соответствующее существует. Это коснется не только пенсионеров, но и отдельных категорий, которые получают социальные пенсии. И на сегодняшний день ведется работа по определению механизма, каким образом будет осуществляться выплата этих пенсий. И уже инструктивные письма, насколько я владею информацией, разосланы в Совбез, и там можно будет получить всю информацию. Скажите, насколько ритмично, насколько поэтапно, постепенно или постоянно поступает российская финансовая помощь в Абхазию? Скажите, все ли соответствует договоренностям, все ли выполняется по срокам и выполняются ли другие какие-то условия? Российская помощь поступает стабильно, но здесь нужно четко распределить. Мы получаем помощь на социально-экономическое развитие по 2 направлениям. Одна – это финансовая помощь на содержание, а вторая часть – это, по сути дела, бюджетные инвестиции. Вот то, что касается социальной составляющей, эта помощь идет в размере 1,12, стабильно, по факту направления нашей заявки в Российскую Федерацию. То есть можно планировать, да. Ничего не меняется? Да, совершенно нет, ничего не меняется, как были договоренности. В общем, в текущем режиме все это обрабатывается
и поступает. Если какие-то вопросы возникают в оперативном порядке, все эти вопросы решаются. То есть у нас здесь проблем не существует. Но то, что касается вопросов бюджетного инвестирования, здесь мы продолжаем финансирование строительства Абхазского государственного университета, национальной библиотеки, ну и финансирование также по бюджетным инвестициям нам поступало на покупку медицинского оборудования. А по всем остальным направлениям на сегодняшний день идет активная работа по разработке проектно-сметной документации. По факту подтверждения достоверности этой проектно-сметной документации будет открыто финансирование уже и по другим объектам. Преимущественно это объекты, это инфраструктура, то есть это ремонт домов, крыш и так далее. Понятно, спасибо. Скажите, вот иногда можно услышать мнение, что бюджет Абхазии имеет иждивенческий характер, и за это критиковали власть предыдущую и критикуют нынешнюю власть. Скажите, как сегодня обстоят дела с госбюджетом? Сколько мы зарабатываем сами, какая там доля, процент нашего самостоятельного вклада вот, в этот госбюджет наш? На самом деле много раз озвучивалась такая позиция, что как бы наш бюджет в большей степени стал зависимым от российской помощи. Это не так. Еще раз я хочу подчеркнуть, что здесь у нас два направления инвестирования. Существенно возросли суммы финансирования по бюджетным инвестициям. То, что касается чистой финансовой помощи, она немного возросла, но не существенно. Поэтому зависимость в этом направлении не увеличилась, по сути дела. А то, что касается собственных источников, я хочу обратить внимание, что по результатам уже на 1 июня 2015 года по сравнению с прошлым годом увеличили по факту поступления. Значит, поступления возросли на 170 миллионов. Это для нас, я думаю, существенная сумма. Очень активно работают таможенные органы. Таможенные поступления увеличились по сравнению с прошлым годом на 65 миллионов. Это при условии, еще нужно обратить внимание, того, что вступило в силу соглашение о беспошлинной торговле. То есть, когда произошло выпадение определенной пошлине, определенная группа товаров выпала, это та, которая производится в Российской Федерации. Это выпадение составило порядка 37 миллионов. То есть, на итог, если вот сложить эти суммы, получается, что мы нарастили порядка на 100 миллионов наши поступления по таможенным платежам. При этом наблюдается очень хорошая тенденция, я хочу сказать, что у нас обороты по импорту и экспорту возросли. Если до этого они были в пределах 5,8 миллиардов, то за период на 1 июня, то сегодня они составляют порядка 8 миллиардов. И самое позитивное, на мой взгляд, во всем в этом то, что растет экспорт. То есть мы стали собственную продукцию вывозить за пределы больше. Причем экспорт растет не за счет увеличения цены, за счет увеличения тоже, конечно, это как бы влияние оказывает на объемные показатели. Важно, что в 2 раза у нас вывоз увеличился даже по литражу, когда мы считаем. Если до этого было где-то около 3 миллиардов, то, если я не ошибаюсь, сейчас порядка 6 миллионов литров мы экспортируем в Российскую Федерацию. Да. То есть правительство прилагает все усилия для того, чтобы собственные доходы в государстве возрастали, и я думаю, что мы достаточно успешно с этим справляемся. Скажите, вот наш бюджет этого года принимался очень, с задержкой, очень долго обсуждался. Тем не менее, он был недавно еще пересмотрен. Да? Скажите, чем была вызвана та задержка и чем вызвана его переориентация? К примеру, допустим, сократилось финансирование каких-то сфер, той же энергетики, водоснабжения, ремонта многоквартирных домов, благоустройства территории,
Но остались зарплаты на том же самом уровне, и регулярные будут, и выплаты как бы в полном объеме будут производиться. Вот, с чем это связано, вот, переориентация, как бы там два вопроса. Сейчас речь идет чем была вызвана задержка, потом это переделывалось, да, вот этот вопрос. Значит, бюджет действительно был представлен в парламент с опозданием, но, в общем-то, на то были объективные причины. Просто как бы мы не так много об этом говорим, потому что не хотим, чтобы это выглядело как оправдание на самом деле. Но, по сути дела, действительно, входить в новый финансовый год без главного финансового документа – это нехорошо, но, с другой стороны, нужно в первую очередь обратить внимание, на что это повлияло. Дело в том, что все обязательства мы как исполняли, так и продолжали исполнять в 2015 году, несмотря на то, что бюджета 2015 года не было. Но у нас есть норма в законодательстве, которая как бы гласит о том, что если финансовый год начинается без финансового документа, то действует бюджет предыдущего года. Мы вот, по сути дела, отработали по бюджету предыдущего года. С чем была связана задержка? Ну, нужно сказать, что правительство было сформировано в ноябре. В октябре, когда я приступила к работе, бюджета еще не было, хотя на самом деле бюджет формируется и представляется в парламент до 1 октября. Параметры индикативного плана, которые являются исходной базой для расчета доходной части, были утверждены, но когда мы их начали изучать, мы поняли, что этот бюджет не даст никакого роста. И те задачи, которые перед нами были поставлены, это увеличение заработной платы и сокращение дефицита, мы с таким индикативным планом не могли выполнить. Началась очень активная работа по пересмотру индикативных показателей. И уже 2 декабря мы представили новый индикативный план. Ответственными за индикативный план является Министерство экономики, которое провело колоссальную работу. Были увеличены обороты, была увеличена прибыль по такой отрасли, как связь, как торговля. И в конечном итоге пересмотренный индикативный план позволил нам с исходных 3 миллиардов увеличить доходную часть до 3 миллиарда 400 миллионов на сегодняшний день собственные доходы бюджета. Кроме того, нужно было пересмотреть все сметы в связи с тем, что поменялась структура кабинета министров. И самое главное, самое сложное, то, что пришлось нам сделать, это перевести бюджет на новую бюджетную классификацию. Но, в общем, вот в такой жесткой работе уже 20 января мы представили бюджет правительства. Скажите, пожалуйста, как идет работа над проектом следующего года, 2016 года? Можно ли его будет назвать проектом развития? Ведь уже в августе его нужно представить, насколько мы знаем. Вот когда мы формировали бюджет 2015 года, конечно, мы ставили перед собой задачи, чтобы все-таки иметь бюджет развития, но за такой короткий период выполнить эту задачу было невозможно. Поэтому в 2015 году мы активно включились в процессы, чтобы бюджет 2016 года уже был не исключительно социально ориентированным бюджетом, но в том же числе включал такие параметры, как стимулирование инвестиций и экономического роста. Сегодня ведется работа в этом направлении. Министерство экономики разрабатывает программы, которые касаются привлечения инвестиций в экономику Республики Абхазия. В том числе работает и Министерство сельского хозяйства в направлении развития сельского хозяйства. Все министерства активно задействованы в работе, в том числе это и проекты и программы, которые касаются и социальной сферы, то есть здравоохранения, образования. Активно ведется работа в направлении развития культуры, молодежной политики, по спорту. Ну, так все-таки я не поняла, все-таки будет ли... Мы говорили, будет ли он представлен в апреле этого года
уже на бумаге как бы проект этот представлен. В августе мы планируем представить простите, бюджет. в августе я уже немножко. Да, мы уже начали работу над То есть в какой стадии бюджетом, просто да, находитесь? сметы уже поступают. Сейчас мы начинаем сводить расходную часть. К 30 июня мы ждем индикативные показатели, на основании которых будет рассчитана доходная часть. Готовится еще раз государственная программа. Очень важно, что бюджет 2016 года мы будем формировать, основываясь на государственных программах. И к 30 августу перед нами поставлена задача, чтобы бюджет уже был утвержден Кабинетом министров. Но мы пропустили еще один вопрос по поводу изменения, которые должны быть внесены в бюджет 2015 года. Вы его озвучили, я на него не ответила. Давайте мы сейчас послушаем вопрос нашего телезрителя очередной, потом поговорим дальше. Здравствуйте, я служба Кристина, студентка 2-го курса, абхазский вне Абхазки. Меня интересует такой вопрос, будет ли повышена стипендия в 2015 году? Естественно, я еще раз, мы все основные усилия мы бросили на то, чтобы бюджет все-таки был бюджетом развития, но, безусловно, социальную составляющую бюджета мы не упускаем из внимания. У нас и сегодня работает большое количество программ, которые как бы носят социальный характер. Сегодня мы рассматриваем, наряду с вопросом по повышению пенсий, мы рассматривали вопросы повышения социального обеспечения многодетных семей, одиноких матерей. В том числе поднимаются вопросы и повышения стипендий. Но это вопросы по повышению стипендий, это вопросы уже бюджета 2016 года. Понятно. Скажите, вот о необходимости сокращения госсектора служащих на 15%. Распоряжение было сделано президентом 3 июня, и после этого звучали заявления даже о слиянии аппаратов кабинета министров и администрации президента. Скажите, что мы выиграем в результате оптимизации штатов, и не будет ли, наоборот, обострения какой-то социальной ситуации? Я не думаю, что это должно вызвать обострение социальной ситуации. У нас сейчас задача поставлена рассмотреть сокращение работников органов госуправления и органов государственной власти на 15%. То есть это центральный аппарат, по сути дела. На сегодняшний день у нас 15%, если в расчете мы возьмем, это порядка 800 человек. Но при этом я хочу особо обратить внимание, что у нас 500 штатных единиц не занято. То есть у нас на 500 штатных единиц работников, по сути дела, фактически работающих меньше. То есть из 800 500, это уже есть статистика. Да, это свободные штатные единицы. Кроме того, у нас этот вопрос не раз мы в правительстве поднимали. У нас есть работники, которые совмещают одновременно несколько работ. По сути дела, одновременно работают в разных министерствах, ведомствах.